Как известно, в чеченском языке преобладает около 7 диалектов, тогда как в ингушском языке деление на диалекты отсутствует. Также среди некоторых неосведомленных индивидуумов распространено такое ложное суждение, что ингушский язык якобы не носит самостоятельного статуса, а всего лишь является диалектом чеченского языка. Утверждать, что ингушский язык произошел от чеченского, это примерно то же самое, если высказывать точку зрения, что английский язык произошел от американского и что англичане говорят на американском языке. Далее будут приведены архивные материалы, указывающие, что становление чеченского языка происходило за счет развития лингвистических особенностей, имеющих корни в ингушском языке. Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, публицист, идеолог панславизма. Его авторству принадлежит труд под названием «Кавказ. Его горские жители в нынешнем положении». Москва, 1846 год. На странице 121 этой книги приводится следующий тезис. Кисты, ингуши и карабулаки говорят все одним языком. В данном контексте автор причисляет арстхойцев и кистов к ингушам и указывает объединяющим фактор единого языка. На той же странице прослеживаются следующие строки. Между кистинскими наречиями чеченский диалект много различествует от коренного языка, исходя из этих данных. Можно прийти к выводу, что автор тут придает чеченскому языку статус диалекта и делает заключение, что ингушский язык является более коренным. Аналогичные сведения, приведенные в книге под названием «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», собранные и пополненные Семеном Браневским. Издана в Москве в 1823 году. Приведем следующее утверждение из этой книги, страница 153. Кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого потребляют. На странице 172 сообщается, что чеченский диалект – это ответвление от основного коренного ингушского языка. Между кистинскими наречиями чеченский диалект наиболее разнествует от коренного языка. Языки и народы Кавказа, 1930 год, автор – лингвист, профессор Николай Феофанович Яковлев. С этого времени и до настоящих дней область распространения ингушей и ингушской культуры простиралась по всему Нагорью современных Ингушии и Чечни. В указанный период эта культура, можно думать, еще не имела постоянных центров на плоскости. Поэтому до сих пор нагорное население Чечни говорит на наречиях, более близких к ингушскому, чем к плоскостному чеченскому языку. Когда же сложились чеченцы как национальность? Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Причем одним из наиболее ранних выходцев на плоскость из всех вейнахов следует считать карабулаков или арштхойцев, полукочевников-скотоводов. Эта эмиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунже за Терек. Многочисленные нагорные племена из Нашаха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости. Подпали под влияние соседних плоскостных культур русской, кабардинской, нагайской, кумыцкой и калмыцкой и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык чеченский. Таким образом, на основе производственного и экономического превосходства Чечни, в настоящее время чеченский язык и чеченская культура, развивающиеся на чеченской плоскости, обнаруживают тенденцию к расширению за счет ингушского языка.